сәгатьтә, дуслар! Здравствуйте, истинные ценители родной музыки! Без Камил Хамин Данияр Елкан телевизион конкурсын 3-нче мезгилен алып барабыз. В этом году на отборочный тур телеконкурса Елкан поступило 136 заявок со всей республики, даже из соседних регионов. И только 47 участников будут исполнять в конкурсном туре свою программу. В 4 номинациях – фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и народные инструменты. Безден жюри ин көренекле, ин абруйлы музыканттар. Артур Назиуллин, кларнетист, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, солист Московской государственной академической филармонии, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева. Шура Сагитова, пианист, композитор, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, заведующая кафедрой специального фортепиано, доцент кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ильшат Муслимов, скрипач, концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный артист Республики Башкортостан. Виктория Симонова, лектор-музыковед, старший преподаватель Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан. Артур Гайсаров, кураист, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, председатель Союза кураистов Республики Башкортостан. Внимание, ребята, настал самый интригующий момент – жеребьевка. Я ребят халабас. Сейчас ребята будут вытаскивать свой номер из этих коробочек. Желаем счастливого плавания всем нашим конкурсантам. Давайте я буду первым. 13. Лоховатенько. Потому что я самый буду последний. 5. Я очень рада, потому что надо будет не очень долго ждать. Число 4 – это хорошая оценка, значит, все будет хорошо. Цифра 1. Я буду первой, я очень боюсь выступать. Ну, возьму это. Я буду 8. Давайте я следующая. Выберу вот это. Цифра 9. Это самая большая цифра, значит, мне повезет. Мы вдвоем остались. Давай разыграем. Давай. Первые ножницы. Суе-фа, суе-фа. Все. Победил. Выпало число 11. То я за это время успею подготовиться. Теперь выбираю я... Так. Выпал номер 6. Аделя учится в 3 классе, и за эти 3 года она показала себя очень добросовестной, очень увлеченной, очень старательной ученицей. Я очень рада, что познакомилась с ней, что взяла ее в свой класс. И в мир такой инновационных технологий редко встречаются такие дети. И Аделия, которая дружит с инструментом. И, конечно, в помощь всегда приходит папа, как не редкость. Папа – это хороший друг, помощник. И у нас работают 3 звена. Это учитель, ученик и папа. И поэтому за эти 3 года она участвовала на многочисленных конкурсах, становилась лауреатом. Это конкурсы в основном в Башкирии, в Академии искусств, в училище искусств мы участвовали. Луиза Римовна, я буду выступать первой. Ой, какой хороший, везучий номер. Хочу пожелать, чтобы тебе повезло и на конкурсе, чтобы ты заняла 1 место. И давай запустим наш кораблик в океан музыки.
Пусть он тебе принесет удачу. Аделия, поздравляем тебя с успешным открытием нашей номинации «Фортепиано» на конкурсе «Йиткэн». И ты сыграла замечательно одну из моих любимых, если честно, обработок песни «Сахип Ямал», которую сделал Аркадий Минков. У него вообще очень много замечательных таких обработок именно для юных пианистов. Мне очень понравилось твое отношение, как ты начала особенно, как-то так все у тебя было очень прослушано. Единственное, вот ты же знаешь, что там несколько разделов, да? И они все-таки немножечко меняются по характеру. То есть если вначале у тебя такое активное в басу вот это вот движение в левой руке и такая более удалая, да, мелодия, то вот второй раздел хочется же вот это вот немножко вот игривость показать. Он же меняет характер. У него тут вальсок такой появляется, тут такие маленькие интонации. Вот если ты вот ярче покажешь эту разницу, потом, когда ты вернешься снова к первому варианту этой темы, да, то есть она будет еще более яркой, у тебя получится какая-то такая история. Вот. Постарайся играть ярко, вот не бойся. И вот даже сейчас вот можно же улыбнуться нам. Очень серьезно. Очень серьезная, очень-очень. Вот. Прям вот все, что чувствуешь, все эмоции всегда выражай в музыке. Ты для этого ведь играешь на рояле, а не для того, чтобы просто ноты правильные нажать, правильно? Вот, желаю тебе удачи, занимайся много-много, у тебя все получится. Аделия, нам очень нравится, что на нашем замечательном фортепиано, которого касались руки очень многих известных пианистов, сегодня играешь ты. Это большая честь. И то, что ты в этом конкурсе сыграла такую прекрасную вещь, я вообще рассматривала это, знаешь, как будто это какая-то история про игрушек. Вот у тебя же, наверное, не одна кукла, а несколько, да? Они все разные, у каждой свое платье нарядное. Одна, например, кукла села на поезд, поехала в путешествие. Другая пошла танцевать с каким-нибудь кавалером, солдатиком, например. То есть, если ты эту историю сможешь сделать именно такой, чтобы ее прям все-все узнали, это будет замечательно. Я думаю, что у нас с тобой не последняя встреча. Так что спасибо тебе большое, что ты к нам приехала. Давай продолжай заниматься и увидимся снова. Аделия, а сколько ты играешь уже на фортепиано? 3 года. 3 годика? Ты учишься в музыкальной школе, да? Да. А чем ты увлекаешься, кроме фортепиано?
Ничем. Только фортепиано? Да. Хорошо. А какие записи пианистов ты слушаешь? Кого ты любишь больше всего? Чайковский. А? Чайковский. Произведение Чайковского. А в чьем исполнении? Или ты еще пока не знаешь, кто играет? Нет. А вот ты послушай как можно больше великих пианистов и пытайся перенять их манеру игры и стремись к такому звучанию инструмента. Хорошо? У тебя дома есть фортепиано? Да. Ты дома занимаешься? Да. Соседи по батарейке стучат? Хватит, Аделия, заниматься. Не стучат? Нет. Ты мало занимаешься, что ли? Много. Много? Да. Какие терпеливые добрые соседи, да? соседи, да. Ну, хорошо. Привет соседям, привет Иришевскому району и больших тебе успехов. Спасибо. Молодец. Мы готовились, каждый день повторяли пьесу «Сахиб Ямал». Эта песня мне понравилась больше всего, потому что она такая красивая и игривая. Когда я играю, как представляю, как девушка танцует на балу. Да, давно не делали. Пионерский лагерь надо вспомнить. Раньше много делали. Руки помнят. Лиза у меня очень хорошая девочка. А самое главное, что это ребенок, который самостоятельно захотел прийти в школу и настоял перед родителями, чтобы родители согласились отвезти ее в школу. И вот как только мы с Лизой познакомились, с тех пор она, в принципе, самостоятельно и идет. И я иду рядом с ней, вот, направляя ее. Она не только занимается музыкой, она еще и танцует, она еще и рисует. С мамой они занимаются различными поделками, участвуют во всех конкурсах. Но и в общеобразовательной школе она тоже не отстает. Она отличница по всем предметам. Вот, так что Лиза у нас идет к своим целям поставленной. Ей только одно известно эти цели. Я буду выступать второй. Лиза, это очень хорошо. Очень хороший номер. Второй, цифра 2. Посмотри, она как лебедь. Видишь, как твой кораблик, который поплывет и поведет, доставит тебя к твоей цели. Да, смотри, как красиво. Так, держи. Я желаю тебе победы в этом конкурсе. Доставь всем удовольствие, сама получи удовольствие. Получи радость от того, что ты находишься на сцене, от того, что ты будешь дарить свое исполнение музыкальное зрителям. Я тебе желаю удачи и вдохновения.
Елизавета, поздравляю тебя с выступлением. Мы уже встречались, да, коллеги, с тобой здесь на первом конкурсе, да. И здорово видеть, что ты выросла. Тогда ты играла какую-то пьеску такую очень маленькую, что-то вроде капризули было. Вот тут уже взяла такое серьезное произведение, элегия, с таким содержанием, таким очень задумчивым, таким глубоким. Единственное, вот смотри, элегия, вот что значит элегия вообще? Ну, это рассказ, раздумье какому-то. Вот, да. Немножко обычно оно какое-то бывает такое с маленькой грустинкой, да, часто. Вот, ну смотри, ты вот когда задумываешься, например, или грустишь, ты же не делаешь это четко по расписанию, правильно? Ты же никак не говоришь, что вот решаешь, вот эту минуту я думаю об этом, эту минуту думаю об этом. Это я все к чему? Хочется, чтобы в твоей игре вот эти раздумчивые, вот эти задумчивые фразы были более естественные, с каким-то порывом. У тебя вот левая рука, например, она такая четко выверенная, все немножечко... Правая хочет вырваться вперед, например, а левая все равно так ее немножко держит. Вот. И мне кажется, тут дело еще немножечко в том, что вот обратите внимание на запястье в левой руке. Вот когда длинные такие расстояния, она у тебя запястье хорошо дышит. А когда вот в одном положении у тебя немножко вот оно фиксируется и зажимается от этого музыка даже немножечко. Обратите внимание, что вот у тебя в правой руке на фразах хорошо дышит запястье. Мы хотя и не духовые инструменты. Я сейчас представляю телезрителей, которые слушают то, что ты говоришь, дышит запястье. Господи, о чем она там говорит вообще? Вот, у нас хоть и не духовой инструмент, но понятие дыхания и фразы у нас тоже, конечно же, есть. И у нас как раз вот это за счет запястья происходит. Вот обрати внимание на левую руку, вот, и играй гораздо свободнее все это, и ярче. Не бойся вот играть так, как тебе слышится, так, как тебе хочется. И слушай много-много записей. Хорошо? Молодец, Елизавета. Рад, что ты снова участвуешь в данном конкурсе. Спасибо тебе большое за выступление. Поздравляю тебя с ним. Что хочу сказать, что действительно, как Шаура Азаматовна сказала, есть рост. Это очень радует. Значит, есть динамика. В твоей игре мне очень понравилось, что ты чувствуешь музыку. Есть у тебя кульминацию ты замечательно показала. Есть, ну, как и в повествовании, то есть начало, завязка, кульминация и развязка. Все это было все очень слышно, видно. Молодец. Дальше успехов тебе. Спасибо. Лиза, молодец, поздравляю тебя. Знаешь, такая по-взрослому вдумчивая игра. Все важные моменты Шаура Азаматовна уже обозначила. Вот, от себя могу лишь мои собственные буквально вот наблюдения музыкантские, что, возможно, где-то чуть было многовато педали. Чуть пораньше ее, может быть, отпускать, если не ошибаюсь. Прошу прощения. Очень рад, что ты снова здесь. Замечательно. Желаю тебе успехов. Спасибо. Вообще, коллеги, какое изумительное произведение. Да, безусловно. Я впервые услышал Айрата Каримова «Элегию». Просто изумительной красоты пьесы. Да, я думаю, Айрат Каримов композитор, который не чурался джаза, поэтому у него очень вкусные гармонии всегда. У него такие мелодии, поэтому его нужно играть с учетом вот этого. Немножко свободнее, вот то, что тебе все говорили, да, свободнее, расслабленно. Причем, знаешь, должно создаваться такое ощущение, что это не Айрат Каримов написал, а что это только что придумала Лиза Алексеева. Вот тогда это будет идеально. Поздравляем тебя, Лизочка. Я решила опять попасть в Вилкен, потому что в тот раз, когда я выступала, я не прошла финал. Сегодня я была настроена на победу. Мое выступление показалось мне хорошим. Была такая атмосфера, очень красиво, очень круто было выступать. Когда я участвовала в первый раз на этом конкурсе, самый в 2021 году, Артур Назиуллин мне посоветовал Марту Аргерих, и я ее слушаю. Это мой кумир.
Ну, мои ученики играют и классику, и джаз, джазовые произведения. Классические произведения исполняются по нотам, по долям. Любое отклонение – это считается фальшью. А в джазе, джаз – это свобода. Свобода мысли, творчество, импровизация. И очень любят у меня ученики, особенно мальчики, играть джазовые произведения. И вот на этом конкурсе у нас Никита будет исполнять пьесу в джазовой обработке Рима Хасанова. Так как Никита любит выступать, он активный участник концертов, участник и конкурсов. В этом году он участвовал в 10 конкурсах. И вот мы с Никитой решили, давай попробуем поучаствовать, значит, на конкурсе Илькен. Давай мы установим твой номер, и чтобы наш кораблик поплыл дальше. Успехов тебе, Никита, чтобы ты успешно выступил. Ты большой молодец, постарайся хорошо выступить. Спасибо. Так, возьми кораблик. Никита, здравствуй. Поздравляем тебя с выступлением. Ты сыграл нам пьесу Рима Хасанова, да, «Начало». И Рим Хасанов, помимо того, что он наш национальный композитор, он очень любит джазовую эстрадную музыку. В частности, вот здесь в твоей пьесе очень много джазовых аккордов, и самое главное, вот этот ритм, исключительно джазовый, и вот этот ходящий бас, да, ты его так здорово сыграл. Вот я, например, будучи академическим музыкантом, я вот хоть буду на голове стоять, я не могу так по-джазовому сыграть вот какие-то даже простые вещи. А у тебя такое здоровское чувство вот этого свинга, так называемого, вот и вправо, и влево. Это все было очень вкусно, стильно, и вот особенно, когда вот пошла вот эта левая рука, очень хотелось тут сидеть и на 2, на 4 что-то, да, потанцевать, да, вот что-то, либо включить этот... То есть ты вовлек вот лично меня, мне кажется, всех, наверное, в свою игру, и вот это самое главное. Нам было очень интересно слушать тебя. Я тебе желаю дальнейших успехов, и мне прям очень интересно посмотреть через несколько лет, каким пианистом ты будешь, потому что вот прямо заинтриговала сегодня. Молодец. Спасибо. Никита, а ты какую музыку сам любишь? Классическую или джазовую? И ту, и эту. И ту, и эту? А какую чаще играешь? Это первые твои пробы джаза? Или ты уже что-то играл подобное? Первую. Первые? Ну, тебе понравилось? Да. Ну, это очень хорошо.
Никита, а ты до нашего конкурса принимал раньше участие в конкурсах? Да. Да? Какие-то места там занимал? Да. Да? А ты знаешь, что в нашем конкурсе есть такая особенность. Вообще не важно, какое ты место займешь. Ну, это, конечно, для педагогов, для родителей особенная гордость. Самое главное, что ты приехал из Нефтекамска, что ты показал нам такую прекрасную мелодию, что ее услышало очень много людей, а что мы узнали тебя, увидели, какой ты красивый, серьезный молодой человек, который заставил нас всех улыбаться. Спасибо. Молодец. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое. Я смотрел этот конкурс и очень рад, что попал сюда. Мне кажется, я выступил хорошо. Когда я сидел за инструментом, я немного волновался. В жюри конкурса сказали мне то, что я очень хорошо свинговал. Александра пришла к нам в нашу школу в 5 лет. И вот, когда она пришла, я сразу поняла, что это ребенок очень талантливый, способный и очень ритмичный, и у нее очень хорошая память была, и мы сразу приняли курс на конкурсное выступление. И уже начиная с 1 класса она у нас выступает на конкурсах. Таким образом, мы посетили Казань, город Сочи, в Уфе очень часто она выступала. Очень любит выступать, и ей нравится выступать на сцене. От этого я поняла, что она получает большое удовольствие. У меня 4-й номер. Отличный номер, Саша. Давай вот я для тебя... Видишь, какой кораблик смастерила? Давай мы вот сюда установим, и пусть этот кораблик потечет дальше и найдет тебе хорошее, счастливое место на этом конкурсе. Желаю тебе удачи, удачно выступить. Не волнуйся, ты у нас любишь выступать. Все будет хорошо. Держи. Александра, здравствуй. Здравствуйте. Поздравляем тебя с выступлением. Это первый, наверное, твой телевизионный такой конкурс, да? Да. А вообще на конкурсах ты участвовала раньше?
Ну да, очень часто. Очень часто? Именно как пианистка? Да. Ух ты. Ну, здорово. Слушай, тогда, раз ты участвовала на конкурсах, значит, ты у нас уже на ступеньке ближе к профессиональным музыкантам. И будем спрашивать с тебя профессионально. Ну, а что? А что? Да нет. Смотри, у тебя очень музыкально ты ведешь мелодию, ты так прямо за ней идешь, но иногда ты настолько за ней сильно идешь, что забываешь про то, что кроме мелодии у нас есть еще и очень важная вещь, такая как ритм. Вот с ритмом нужно очень хорошо подружиться. Я видела, ты там в конце на последнем аккорде что-то там шептала. Видимо, считала количество долей, которые нужно выслушать, да? Так вот, секрет, знаешь, в том, что нужно нам не просто считать эти доли, да? Каждая из долей, она, вам же, наверное, рассказывали, она бывает сильная, слабая, да? То есть они не все одинаковые. Вот когда ты научишься слушать, вот, например, тут в этой прелюдии 6/8, да, у нас размер? То есть вот, ну, условно, это 2 раза по 3/8. Вот если у тебя 3/8, у тебя есть 1, 2, 3, 1, 2, 3. Правильно? Они же не одинаковые. То есть первая доля сильная, вторая послабее, а третья очень сильно хочет в первую. И вот когда ты научишься соединять вот эти вот ритмические вот эти тяготения с мелодическими, тогда у тебя все пласты твоего исполняемого произведения, они вот выстроятся в одну правильную такую цельную партитуру. То есть здорово играешь, здорово слушаешь инструмент, но нужно чуть-чуть навести порядок в ритме. Хорошо? Хорошо. Молодец, Александра. Спасибо за великолепное исполнение. Это произведение мною лично очень любимым, потому что оно у меня ассоциируется с моим общим фортепиано в училище искусств. Одно, любимое произведение, когда я в училище, уже взрослым, уже там. Я Ты был взрослым играл, она да, и вообще для меня такое воспоминание окунулся. Спасибо тебе большое. Единственное, хотел добавить, вот не хватило, плюс ко всем советам, там кульминация, она заканчивается как раз в конце финальной. То есть ты должна к ней прийти. Здесь чуть-чуть сбавила к концу. Но напряжение нарастает и обрывается в таком полете. Сделай так в следующий раз, хорошо? Молодец. Сашенька, а расскажи нам о своих увлечениях. Что тебе нравится помимо музыки еще? Ну, я изучаю английский язык и хожу на танцы. Английский и танцы? Да. Замечательно. Скажи, а может тебе нравится, скажем, живопись, поэзия, архитектура? Ну, если рисовать, то только дом. Рисовать самой. А может быть, у тебя есть любимые художники, поэты? Нет? Нет, такого нет. А вот я тебе настоятельно рекомендую завести себе новые увлечения, виды искусства. Почаще бывать на свежем воздухе, гулять на природе и узнавать новых выдающихся деятелей во всех областях. Это тебе очень сильно поможет. Желаю тебе всяческих успехов. Спасибо. Поздравляем тебя. Молодец. На конкурсе Елькан мне предложил участвовать педагог. Произведение у нас уже было готово, но было много недоработок, и мы их дорабатывали. Я ходила каждый день по 2 раза. Для каждого произведения есть своя картинка. Например, произведение, которое я играла, я представляла ветер, сильный дождь, волны, реки. А потом вышла радуга, вышло солнце, и все было хорошо. Я думаю, что это передалось от меня, так как в далеком 97 году я сам закончил данную музыкальную школу по классу баян. И подумал, может быть, таким же образом поступить, если дочь с удовольствием пойдет в эту музыкальную школу. В детстве мы купили ей много музыкальных инструментов детских, но взор, скажем так, любовь у нее пала на фортепиано. Отсюда мы решили вместе с ней поступить в музыкальную школу на класс фортепиано к преподавателю имаму Зухре Фаридовне, за что очень сильно рады и очень сильно ей благодарны за наши успехи.
Конкурс Елькен нам позвонил преподаватель и, скажем так, сказал, что мы будем участвовать в этом конкурсе. С этого момента мы начали готовиться, упорно готовились каждый день. Благо, что у нас многие пьесы уже были готовы. Нам не стоило трудности их всего лишь повторить. И сегодня я думаю, что мы это все продемонстрируем. Вроде получилось. Хотели лодочку, получилась яхта. Вот, папа, представляешь, я буду 5-м номером. Молодец. Желаю тебе, чтобы после сегодняшней игры жюри оценило тебя на 5. Хочу, чтобы эта лодка также продолжала плыть успешно, как все эти годы, в дальнейшем, последующие все конкурсные выступления твои. Пожалуйста. Держи.
Асель, поздравляем тебя с потрясающим выступлением, таким красочным, ярким, абсолютно каким-то свободным. Ты нам так тут красиво рассказала аж 2 разные истории, так что просто я вот, особенно на 2-м произведении, поняла, что я вообще ни о чем не думаю. Вот мне так интересно, что у тебя там дальше будет. Когда ты вот эти аккорды выстраивала, слушала, я поняла, что я не дышу, мне вот интересно. Это очень редко вообще-то для столь юных участников, когда ты вот настолько точно знаешь, что тебе нужно сделать, и делаешь это, не боишься. Это очень здорово. Расскажи, пожалуйста, вот ты учишься в детской музыкальной школе, 1 класс, 2-й? 2-й. 2-й класс. А сколько ты играешь на фортепиано? Уже 4 года. 4 года еще, подготовительный. Ага. А ты, может быть, рисуешь еще или... Нет, не рисуешь? Нет, я на английский хожу. На английский ходишь. Почему я спросила про рисуешь? Потому что ты вот только что нам нарисовала целую звуковую картину. И вот даже одну и ту же фразу, которая повторилась в начале и потом в конце, ты сыграла настолько по-разному, и это абсолютно правильно, потому что она не может быть такой же. С ней уже произошло вот это вот в серединке изменение какое-то. Это очень здорово. Спасибо тебе огромное за твое выступление. Я тебе желаю успехов, удачи. Спасибо. Абсолютно удивительный ребенок. Насколько мне понравилось туше. Вы заметили, да, коллеги? Что просто взрослый, очень вдумчивый музыкант. Ты, видимо, очень любишь музыку, признайся честно. Да. Музыка занимает всю твою жизнь или нет? Всю. Всю, молодец. Играешь этюды, гаммы? Да. А из серьезного репертуара что у тебя есть? Может быть, какие-то произведения для рояля с оркестром? Пока нет. Еще пока не играла фортепианные концерты? Нет. Понятно, ну ты начинай, потому что, мне кажется, у тебя настоящее будущее. Тебе обязательно надо со своим профессором заниматься как можно больше. Сколько часов в день ты на рояле занимаешься? Полчаса. Не расслышал? Полчаса. Полчаса в час? Или во сколько? В день? В день. А что так мало? И так хорошо играешь. Ты кого хочешь обмануть? Ты что, серьезно, полчаса в день занимаешься? Ну, иногда час. Солнышко, надо заниматься минимум 4. Ты будешь играть лучше, чем Денис Мацуев. Знаешь, что такое Денис Мацуев? Вот, молодец. Слушай как можно больше пианистов и как можно больше занимайся. У тебя все будет еще лучше. Асель, вот когда наша передача выйдет в эфир, ты посмотришь уже с совершенно холодной головой, ты сядешь перед экраном, ты позвонишь всем своим одноклассникам, друзьям и скажешь: сегодня будут меня показывать, будут показывать конкурс Yelken. Ты представляешь, да, как ты сразу вырастешь в их глазах. И ты не можешь даже поверить вот своим глазам, когда ты увидишь, как мы на тебя не реагировали. Если нас снимали в это время, мы все за тобой шли, мы превращались в тебя, мы с тобой дышали. Причем даже, знаешь, до того, как ты начала играть, ты мне уже сразу понравилась, потому что ты не села и не стала сразу играть, ты подумала, о чем ты будешь играть. Это всегда заметно. То есть ты хоть и маленькая, и худенькая, и пальчики у тебя еще совсем крохотные, но ты уже умеешь делать большие дела. Нам было очень интересно с тобой познакомиться и услышать твою игру. Спасибо. Молодец. Спасибо большое. Спасибо большое. Молодец. Ну, в обычном конкурсе, когда я играю, там более неволнительно. Ты играешь просто, а уже когда там уже ты понимаешь, что тебя по телевизору покажут, то уже чуть-чуть начинаешь волноваться. У меня больше башкирских произведений. Я играю «Прощание с летом» у композитора Рафаэля Касимова, башкирские напевы. Я раньше играла «Петушки» у Наримана Сабитова. Все эти композиторы мои любимые. Ранис пришел ко мне совсем маленьким. И как только я его увидела, я поняла, что это мальчик с очень тонкой душой. И действительно оказалось это правдой. Он очень
такой трепетно чувствующий музыку. И каждое произведение он играет так, как будто это он сам сочинил, со своим отношением. Он очень трудолюбивый, исполнительный и добрый мальчик. Мои ученики не становятся профессиональными музыкантами, но они, я надеюсь, что они продолжают любить музыку и играть на любимом инструменте. Ну, вроде получился неплохой кораблик. Я думаю, что он поможет моему ученику. Говорю, Давидовна, я выступаю шестым. Ой, как здорово! Это как раз середина. Удачи тебе, Ранис. Спасибо большое. Ранис, спасибо тебе большое за выступление. Вот, я, честно говоря, эту пьесу Мусалима Валеева не знаю, первый раз слышу. И в сборнике всех пьес для фортепиано ее тоже никогда не было. Она такая Вы очень... во многих конкурсах участвуете. Не слышали ли эту пьесу? Хотела вас спросить. Вот, нет, первый раз, честно, и не слышала, и не видела, хотя изучала, опять-таки, много нот. Она такая очень интересная, очень какая-то коварная, да, по строению. То есть вы только вроде погрузились в один образ, потом он как-то тут же меняется, и тут же меняется и фактура, с чем вот очень хорошо и здорово справляешься, Ранис, на самом деле, потому что очень просто, знаешь, какой-нибудь этюд включить, и руки вот одно и то же играют, а вот тут реагировать на каждое изменение, ну, очень хорошо у тебя получилось. Расскажи, пожалуйста, вот откуда ты приехал, как долго играешь на рояле и вообще что-нибудь? Я приехал из Амзи, это село недалеко от города Нефтекамск. Играю я уже, получается, занимаюсь фортепиано 5 лет. Начал во 2 классе. И вот до сих пор учусь.
в музыкальной школе. А ты планируешь дальше продолжать становиться музыкантом, учиться? Знаете, я планирую дальше играть музыку, но связывать именно свою жизнь с ней, таких планов нету. Хотя руки абсолютно фортепианные, Абсолютно да? Пианистические руки прям. да. Я И вижу. причем вот не только вот общие какие-то вот эти запястья, вот это все, то, что я люблю рассказывать обычно. У тебя очень говорящие пальцы. Очень сложно иногда бывает добиться. Играют в общем фразу, но так, чтобы каждую нотку сказать, каждую интонацию прочувствовать. Ты действительно вот... Я поняла в какой-то момент, что я просто наблюдаю за тем, как движутся пальцы, потому что это очень редкое такое качество в таком возрасте слышать каждым пальчиком отдельно. Есть такое выражение, знаешь, что у пианиста должно быть не 2 руки, а 10 пальцев. Вот у тебя 10 пальцев все присутствуют на месте. И я очень честно надеюсь, что ты все-таки будешь некоторое внимание уделять музыке в будущем, потому что очень музыкальный ты человек, и у тебя физика подходящая как раз для этого инструмента. Очень здорово. Желаю тебе успехов на любом твоем поприще, которое ты захочешь. Очень приятно было тебя сегодня слушать. Спасибо большое. Фарин Ранис, начало вообще как чуть ли не Рахманинов, да? Тудум. Поэтому... С Бородиным вместе. Эксперты собрались, да? А очень аккуратное исполнение. Мне вообще понравилось, и приятно было слушать, да. Уводишь своей музыкой, каких-то волнений прям. Сам в музыке, ты находился в музыке, плавал в ней. Мне это очень понравилось. Я думаю, поддержу Шауру Азаматовну. Тебе, наверное, стоит задуматься о том, чтобы продолжить именно совершенствовать, потому что труд музыканта – это большой труд. Если ты сменишь сферу деятельности, то, естественно, о карьере музыканта, особенно пианиста, все. Если именно хочешь стать первоклассным пианистом, то надо будет учиться. Рекомендую. Молодец, Рахмат. Ранис, знаешь, на мой взгляд, ты сделал сегодня главное. Ты создал атмосферу. Это очень хорошо, потому что, знаешь, вот когда нет этой атмосферы, когда вот нет какой-то картинки, мы здесь начинаем ковыряться, начинаем цепляться. Ага, ты вот там вот что-то ошибся, ага, вот здесь что-то не досчитал. Нам же чем-то надо заниматься, мы же не просто так здесь, что называется, сидим, да? А ты как-то вот вышел, вот нас так вот заворожил, как маг. Тебе это удалось, и это главное. И уже на какие-то там мелочи, ошибки, которых, в общем-то, было и практически и не было. Технические какие-то моменты, да? Уже и не обращаешь внимания. И я бы также, в свою очередь, тебе рекомендовал заниматься музыкой. Во всяком случае, чем бы ты ни занимался в жизни, занимайся параллельно музыкой обязательно. Спасибо, Ранис. Браво. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Сегодня, получается, я исполнял произведение «Размышления» Масалима Валеева. Она мне очень нравится, потому что, знаете, башкирская музыка очень душевная и как бы родная. Поэтому вот «Размышления» мне очень понравилось играть. Там создается такая атмосфера хорошая. Лично для себя я сопоставлял эту пьесу с сказкой, даже эпосом башкирским «Тахир Зухра». Вот. То есть моменты из пьесы я сопоставлял с некоторыми моментами из этого эпоса. Кроме музыки, я обычно изучаю различные программы. Вот недавно изучал язык программирования, чтобы в будущем стать программистом, либо кем-то похожим на эту профессию. Мне кажется, что в будущем настоящие инструменты не исчезнут, потому что у них, как бы так сказать, свой звук, который намного лучше, как по мне, чем у тех же электронных гаджетов. Кристина пришла учиться в музыкальную школу 7-летней девочкой в 2016 году. Она очень трудолюбивая и целеустремленная, и эти качества помогают ей достигать своих целей. 7-летняя Кристина была, конечно же, маленькая озорная девчулька,
Вот, сейчас она очень ответственная, вдумчивая, трудолюбивая. В первом телевизионном конкурсе в 2021 году от нашей школы участвовал кураист Идель Туников. Он стал победителем. И, наверное, это сподвигло нас тоже принять участие и попробовать свои силы. Евгения Юрьевна, представляете, я вытянула цифру 7. Здорово, я тебя поздравляю. Я считаю, что цифра 7 – это счастливое число. Я тебе вручаю этот кораблик и желаю тебе, чтобы твой кораблик дошел до финиша победителем. Спасибо большое. Кристина, здравствуй. Приятно видеть тебя только даже за этот год уже, наверное, на всех конкурсах, которые были у нас в Уфе фортепианных. Очень активно участвует везде.
И не только в фортепианных конкурсах. Это, в общем-то, заметно по твоей игре. Такая она очень конкретная, такая вдумчивая, такая выверенная, отлично. Я бы тебе, может быть, посоветовала попробовать взглянуть на наигрыш немножечко с другой стороны, подумать о том, что вот сам автор назвал это же наигрыш. Что значит наигрыш? Ну, на твой взгляд. Ну, это же, наверное, не соната какая-нибудь такая, да? То есть это какой-то инструментальный такой, мимолетный, может быть, наигрыш. То есть что-то такое очень быстро должно нас ввести в состояние, да? И быстро из него вывести, наверное. То есть какой-то такой очень яркий, короткий образ должен быть. У тебя вот такой подход немножечко очень сильно серьезный. Именно даже. немножечко очень сильно серьезный. Именно так вот. Идеально. Монументальный, да, отлично, говорит Артур Бурханович. В общем, мне кажется, это должно быть более порывисто. Потому что музыка так написана. Все эти разлеты по всему диапазону инструмента, их хочется поярче. Ты здорово все это попадаешь. Вообще это, кстати, тоже очень сложно сделать. Написано очень неудобно. Работа, правда, очень неудобно. Я сама играла, у меня ни разу не было выступления, чтобы я попала все ноты там. Вот. Поэтому очень честно ты все это сделала. Просто хочется, чтобы ты себя немножко отпустила еще. Добавила что-то своего, что-то такого огненного, яркого. И, в принципе, вот ко второй пьесе, к прелюдии тоже можно это отнести. Там хочется больше контрастов. Там же разные есть элементы, да? То есть тут один такой аккордовый, там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Второй чуть больше отвечает как-то полиричнее, чуть-чуть. Та-ра-да-да-та-ра-рам-пам-пам. Либо, может быть, это более воинственный, наоборот, ответ должен быть. Но хочется, чтобы вот был какой-то диалог в этой пьесе. Вот. Желаю тебе успехов. Я думаю, они тебя непременно ожидают впереди, потому Спасибо что большое. очень много ты трудишься, и это очень всегда подкупает и впечатляет. Спасибо. Спасибо. Кристина, вот мы услышали, что ты много играла в этом году на конкурсах. То есть ты видишь себя в музыке. Правильно я понимаю? Да. Тебе сейчас 13 лет, то есть ты через пару лет, наверное, заканчиваешь школу уже. Угу. Да? И куда ты планируешь поступать? Не знаю, еще пока не думала. Думаешь? Ну, Да. то есть ты хочешь связать свою жизнь с фортепиано? Скорее всего, да. Замечательно. Удачи тебе большое. Спасибо В большое. этом труде. У меня по поводу твоей игры только одна, даже не просьба, а скорее мечта, чтобы ты научилась с инструментом дружить, а не бороться, не сражаться с ним. Инструмент, конечно, очень непростой, иногда даже коварный, но иногда, знаешь, садится человек за рояль, и такое ощущение, что он разговаривает с другом, и тот ему все клавиши кидает вот так вот навстречу. Ну, это, конечно, уже показатель особенного мастерства. Но ты же в пути находишься. Даже, знаешь, вот у нас же не случайно парус, да, нарисован. То есть это все равно не отдельно стоящая вот такая лодочка, да. Она вот идет куда-то по пути. Поэтому ты идешь, находишься на пути к дружбе со своим инструментом. Я очень тебе этого желаю. Спасибо. Поздравляем тебя. Молодец. Мы выбрали наигрыш Сабитова, потому что он более описывает так природу Башкирии. И я люблю играть башкирские произведения. Они такие прям красивые. Вообще в детстве я играла на таком игрушечном пианино. И в итоге родители меня решили отдать в музыкальную школу, чтобы я училась на фортепиано. Моя Эвелиночка из очень хорошей семьи музыкантов. И мама преподает в музыкальной школе музыкант. И старшая сестра учится сейчас в Институте искусств. Вот. И Эвелиночку ко мне привели очень рано. Буквально в 5 лет только исполнилось. Вот. Но я сразу поняла, что девочка очень одарена, талантливая. И особенно это у нее проявляется в игре на сцене. Настолько она может слышать, настолько она может заинтересовать слушателя. Вот. И, конечно, мы стали это все развивать.
И Эвелина уже очень много прошла всяческих испытаний. И в конкурсах, и в концертах она принимала участие. И всегда с большим успехом. Вот какой кораблик получился, Эвелиночка, для тебя. Эвелиночка, смотри, какой замечательный кораблик получился для Очень тебя. красивый. А для Казина, представляете, у меня попалось число 8. Ой, 8, это же бесконечность, бесконечные. У тебя будут успехи, и все будет замечательно. Ты замечательный, трудолюбивый человек, и я тебе желаю, чтобы ты дошла до самого финала и заняла достойное место. Спасибо большое. Эвелина, поздравляем тебя с таким хорошеньким, ярким выступлением. Расскажи нам, вот, получается, ты учишься в училище, но в школе практики. Да. То есть ты, наверное, хочешь потом поступить в само училище и заниматься музыкой? Да. Отлично. Со скольки лет ты играешь? С начала 5. С начала 5, то есть ты уже практически опытный, маститый, бывалый музыкант, наверное, да? Ну, не знаю, если так можно назвать. Отлично. Хорошо. А что ты еще играешь, помимо вот башкирских народных песен, обработок? Помимо башкирских произведений, Да. я играю произведения Рахманинова, Шопена. Рахманинова и Шопена. Все Здорово. очень серьезно, я считаю, и очень основательно. У тебя замечательное выступление, мне кажется, тебе самой как бы очень, наверное, нравится, да, это произведение? Очень. Особенно вот эта концовка вот такая вот. Ты прямо ее так нам... Искристая такая. Да, это такие хрустящие нотки были, вот как, я не знаю, даже как будто как эти палочки кукурузные с удовольствием и кушаем. Вот этот вот хруст раздается, и ты тоже так вот так вкусно их сыграл, это было очень здорово. Я желаю тебе большой удачи, и надо очень-очень много заниматься, естественно. Спасибо. Сколько ты занимаешься? Я занимаюсь в среднем 3 часа в день. Регулярно. Хорошо, хорошо. Но ты понимаешь же, что потом надо будет больше, да? Конечно. У меня нет вопросов. Вот с таким пониманием человек отвечает. Все, отлично. Молодец. Действительно, очень искристое такое исполнение. Шальбейлян — это такая действительно башкирская народная мелодия. Шуточная. Ты вообще ее слышала? Ну, Да. Хорошо. И обработка такая оригинальная. Ты совсем справилась. Все у тебя искрилось, играла. Молодец. Спасибо большое. Эвелина, а как переводится название? Шаль вязала. Шаль вязала, да? Да. Ну, вот по твоему исполнению, в общем-то, это видно, что ты понимаешь, о чем. Что ты так проворно вяжешь на инструменте, делаешь вот эти узелочки. Так настолько проворно, что иногда даже немножко суетливо. Ну, это, наверное, все-таки от волнения, да, ведь? Наверное. Вот. Чем чаще будешь выступать, чем больше будешь заниматься, тем лучше у тебя будет получаться. И
волнение абсолютно не будет мешать. Будет такая нужная доза волнения, которая обычно бывает у нас, музыкантов. Так что с Богом. Спасибо. Велиночка, а скажи, пожалуйста, тебе твой педагог, вот Адель Аркадьевна, рассказывала о том, кто сделал обработку этого, да? Что она тебе говорила про Аркадия Минкова? Он был очень известен, он был очень хорошим человеком. Он был отличным музыкантом, и сочинял, и делал обработки. Мне кажется, что это очень хороший человек. Ну да, потому что о нем такая светлая память. Многие люди говорят с гордостью, что я учился или у самого Аркадия Мироновича, или у его учеников. Это человек, из которого выросла целая фортепианная школа, глава фортепианной школы. А я хотела бы обратить твое внимание, раз уж так увлечена обработками народных мелодий. Была такая история, когда Загир Исмагилов, композитор, будучи еще студентом консерватории, для своего педагога Александра Николаевича Александрова сыграл несколько башкирских мелодий на курае. И тому так понравилось, что он сделал обработки для курая и фортепиано. Может быть, тебе захочется послушать это произведение, поискать. Вот обрати внимание, здесь все равно очень интересно, когда человек, незнакомый хорошо с башкирской культурой, вслушивается в эти мелодии, а там очень непростые мелодии. Они, знаешь, не такие квадратно-гнездовые. Там очень сложный такой ритм, очень сложная мелодика. И вот он взял, сделал обработки. Мне кажется, что наш конкурс, он тоже как раз про это, когда люди разных национальностей объединяются, потому что понимают ценность определенной национальной культуры, в данном случае башкирской. Так что ты большая молодец, украсила своим произведением наш конкурс. Спасибо тебе. Поздравляю тебя. Спасибо. Я очень довольна своим выступлением. Сначала я очень сильно волновалась, но как я села, мне стало уже все спокойно, и я сыграла. Я даже сейчас забыла, что мне задавали, какие вопросы, как я играла. Я помню, что себя чувствовала удобно. Легче всего играть башкирскую музыку. Она более свободная, такая радостная, торжественная. А классическая музыка, у нее есть свои фрагменты, очень трудные, иногда легкие и сразу трудные. Поэтому вот так вот. Я была очень рада, понимаю то, что я достигла того уровня, где могу даже видеть таких людей перед собой. Султана всегда с детства была усидчивой, очень целеустремленной, ответственной. Каждое дело доводила до начатого конца. Султана мечтает стать профессиональным музыкантом и продолжить музыкальную династию. Наша анкейка Султанова Марьям Газизрахмановна, известный башкирский композитор и дирижер, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан. Мам, смотри, у меня 9 число, я буду выступать 9. Отлично, это год твоего рождения, я очень рада. Я думаю, что твой педагог Зайтуна Якуповна Габдулхакова будет очень счастлива за тебя и увидит тебя по телевизору. Держи. Я желаю тебе яркого выступления и победы. Удачи тебе, доченька. Спасибо.
Султана, поздравляем тебя с замечательным выступлением. Произведение, конечно, ты взяла одно из самых таких заковыристых, сложных, Да? любимых, да. Неудобное произведение? Ну, там есть такие штучечки не очень иногда удобные, не очень приятные для исполнения, но очень здорово звучащие, если их сыграть. Вот. Мне больше понравились твои крайние части. Мне показалось, что они ближе тебе, понятнее, как будто вот такие вот игривые, да. А вот в среднем разделе, да, это такой раздел, где можно подумать, поразмышлять, посвободнее поиграть. Можно, знаешь, попробовать поиграть. Там же интересно, что тема изложена не в октавы, да, а через 2 октавы. То есть композитор, наверное, таким образом хотел вот эту вот широту природы показать, то есть большое пространство, объем. Вот попробуй просто для себя дома попробовать сыграть это в октаву обычную, будет не так интересно. Вот попробовала сыграть, а потом вернула вот как написано, и сразу как будто бы вот, мне кажется, будет легче услышать вот эту вот свободу, широту. И там нужно играть прямо вот как будто ты сама сочиняешь, сидишь это вот. Знаешь, вот есть такая шутка о том, что башкир, вот он что видит, то поет. Вот, то есть вот он едет, тут увидел красивую гору, запел, тут увидел дремучий лес, запел. И вот так вот у нас появилось огромное количество прекрасных, например, протяжных песен. Вот тут тоже тебе нужно какую-то картинку для себя нарисовать. То есть та-та-та-трям, па-па-пам, вот это вот, как будто ты вот нарисовала сама себе вот эту вот гору, например, или степь. И вот эти аккорды, которые улетают, это какие-то, я не знаю, то ли табун лошадей вдалеке куда-то побежал. То есть что-то такое представить очень яркое для себя. Потому что, я говорю, вот, крайняя часть у тебя очень прямо хорошенькие, вот, они тебе интересны, понятны, вот, то есть действительно получается скерца. А вот эту вот контрастную им часть, хочется, чтобы она была такой же естественной. Вот у тебя здорово бегают пальчики, так ты свободно ими делаешь все, что хочешь, вот еще нужно себя уши немножечко тоже отпустить и творить. Спасибо большое. Вам спасибо. Султана, скажи, пожалуйста, вот, во-первых, действительно такое честное исполнение. Знаешь, ты все честно сделала. Видимо, то, что вы с преподавателем договорились, ты прям все выполнила. А вообще расскажи о себе. Ты учишься в первой музыкальной школе в Уфе. Какой класс ты сейчас? Я закончила 5 класс. 5 класс. То есть ты 5 лет играешь на фортепиано? Да. Угу. Нравится тебе заниматься музыкой? Да, очень нравится. Да? Что ты играешь еще из произведений, может быть, Исмагилова? Вообще знаешь, что такое Загир Исмагилов? Да. Хорошо, молодец. Дальше не будем спрашивать, какие произведения Загира Гариповича ты любишь. Вот. Хорошо. И что ты планируешь делать после окончания школы? Тебе еще 2 года осталось? Ну, вообще я хотела доучиться до 8 класса, потом пойти в училище искусств. Ты хочешь связать свою судьбу с музыкой? Да, я хочу стать профессиональным музыкантом. Здорово. Какие-то, может быть, посещаешь уроки или только пока у своего преподавателя занимаешься ты? Ну, пока только в музыкальной школе учусь. Пока только в музыкальной школе, понятно. А записи слушаешь пианистов? Да. Кто самый любимый пианист у тебя? Денис Мацуев. О, молодец. У меня больше вопросов нет. Молодец, молодец. Поздравляю. Поздравляем. Поздравляю. Спасибо. Было очень волнительно, потому что, наверное, они оценивали строго, профессионально. Было очень страшно, тряслись руки. Моей Нкяйке в этом году исполнилось 85 лет, и она выпустила книгу о своей жизни и сборник детских песен. Я бы хотела детскому телеканалу подарить эти книги и диски. Я очень хочу быть как она и стать профессиональным музыкантом. Азалия у нас со своего маленького детства любила нажимать на клавиши. Потом в 4 года мы ей купили фортепиано, и не зная еще нот, она просила показывать ей клавиши и играла уже произведения различные. И в 6 лет, конечно же, мы ее отдали в музыкальную школу на класс фортепиано, к Фатаховой Лизде Альфисовне, музыкальную школу в Миякинском районе. Сразу же в 1 классе она заняла 1 место по произведениям башкирского композитора. И в 5 классе
решили продолжить ее обучение в Уфе, в гимназии имени Аль-Мухаметова. И преподаватель Белобородова Ольга Владимировна взяла ее к себе. И так оказалось, совпало, что первая учительница и вот вторая учительница, они однокурсницы. И теперь она у нас дальше продолжает выступать на конкурсах, занимать места. Ей это очень нравится, а нам, родителям, гордость. Я сделала кораблик для своей дочки. У меня сегодня 10 июня. Я желаю тебе выступить на отлично. Удачи тебе. Спасибо. Откуда ты? Где ты учишься? Сколько ты играешь на фортепиано? Я учусь в музыкальной школе имени Газиза Аль-Мухаметова. Играю с 1 класса, 7 лет обучения. Ух ты. Вот скажи, пожалуйста, ты играла нам пьесу Рафика Сальманова, которая называется «Танец». А знаешь ли ты, на интонациях какой народной песни основана эта пьеса, этот танец? Я переведу, какая мелодия там основная лежит? Ну вот, в основе. Ну вот когда как раз удивительно. Вот когда темка начинается, это на самом деле народная песня, да, 7 девушек. Поэтому ты когда-нибудь видела этот прекрасный, я бы даже сказала, шедевральный танец, который поставил Файзи Гаскаров, который называется «7 девушек»? Да. Видела? Ты же видела, насколько они потрясающе ровные, плавные, да, то есть насколько они вместе это делают, насколько там все развитие, да, на таких вот минимальных движениях, да, таких очень красивых, вот, такие вот прямо идеальные маленькие, но очень точные штрихи, да, которые рисуют нам потрясающую совершенно картину. И я тебе советую еще раз посмотреть этот танец, послушать вот эту народную мелодию «7 девушек». И тогда, мне кажется, тебе будет легче строить вот эту тему, которая повторяется и возвращается раз за разом, да? Почитать легенду. Хотя легенда, конечно, страшная, ужасная, трагичная. В танце такого нету все-таки, но все-таки это поможет тебе построить всю пьесу как какой-то рассказ. Потому что ты каждый кусочек сыграла хорошо, но вот они немножечко как будто бы каждый вот сам по себе отдельно у тебя получились. Вот не хватило вот этого объединения по сюжету, скажем так. Вот. Посмотри обязательно этот танец, послушай музыку и сыграй потом еще раз, чтобы это было вот именно танцевально и очень интересно слушать. Удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо.
Афарин, Азалия, Дур Рахмат, біздің уже конкурста бидап қатнашқаныңыз үшін, һәм мына бүйік біздің композитор Рафик Сальмановтың матур күйін бізге ойнап ишеттіргеніңіз үшін. Артабанда шулай етіп, өзіңдің халәтіңді үстір, оқы, шул и уңыштар һиңа зор етіп. Спасибо. Азалия, поздравляю. Молодец. Знаешь, очень ценные советы тебе дала Шаура Азаматовна. Вот, я лишь могу от себя добавить, что мне понравилась некая тонкость, которая характерна башкирским танцам и в частности этому танцу. Это на самом деле дивный, какой-то просто завораживающий. Особенно вот, опять же, повторюсь, когда знаешь историю, когда знаешь о чем, проникаешься, это совершенно... Вот я сейчас даже говорю, у меня по телу мурашки, потому что я сейчас снова вспомнил, хотя и на 100 раз уже это видел в разном исполнении, в разное время. Поэтому тебе тоже также могу порекомендовать и сказать, чтобы ты не только конкретно, вот, например, танцы смотрела, да, а вообще понимала все, что касается того произведения, с которым ты имеешь дело. История создания. Где родился автор, какие увлечения, что послужило, что явилось мотивом создания, например, произведения. Это невероятно расширит твой кругозор и, безусловно, поможет тебе. Успехов тебе и удачи. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. 3 года назад я поступила в гимназию имени Газиза Аль-Мухаметова. Меня встретил там педагог Ольга Владимировна. И я сразу поняла, что это мой человек, потому что мы нашли общий контакт. Саша пришел ко мне в класс, когда ему было 6 лет. И уже через 3 месяца мы с ним выступали на конференции, на которой он был отмечен представителем по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павлом Астаховым. И с тех пор началась наша творческая работа. Он является лауреатом многих конкурсов по фортепиано. И видя его такие способности, я порекомендовала ему заниматься композицией. В нашей школе есть заслуженный работник культуры Сергей Николаевич Иванов. И вот уже 3 года Саша занимается композицией. И здесь он тоже является лауреатом многочисленных конкурсов. Я думаю, что в дальнейшем Саша все-таки продолжит свое образование музыкальное, потому что он любит музыку. Глаза у него горят, когда он занимается этим делом. В общем, вот так. Какой номер у тебя, Саша? У меня 11-й. 11-й. Ну, это вообще такой интересный номер, потому что совпадение такое, что Нариман Сабитов родился 11 января, да? 1925 года. И его мама родилась тоже 11 января. И вот такой номер выпал Саше. Интересный и красивый. Вот. Так. Пускай этот кораблик поплывет и принесет нам успешное выступление.
Александр, поздравляем тебя с успешным выступлением. У меня к тебе такой вопрос сразу же. Вот ты играл 2 произведения. Первое мы знаем все очень хорошо. Это прелюдия Наримана Сабитова. А вот второе произведение. У нас написано Александр Лебединцев «Игра с мячом». То есть ты сам сочинил эту пьесу? Да, я ее сам сочинил. Ты у нас, получается, пианист-композитор? Да. То есть мы с тобой прям полные коллеги. Вообще. Только имена разные. Только имена разные, вот, а так, конечно, больше никаких отличий. Прическа одинаковая. И прическа одинаковая, да. Скажи, пожалуйста, просто пьеска так замечательно сочинена тобой и сыграна, она такая очень оригинальная, очень такая с необычными гармониями. Ты вообще, наверное, раньше тоже что-то сочинял, да? Наверное, не первая пьеса. Ну, это первое произведение, но у меня еще написано несколько произведений и инструментального жанра, и вокального. Ух ты! Но это самое первое? Это самое первое, да. Вот если бы все композиторы так писали самые Начинали. первые, Так свои самые первые... А давно сочинил? Да. Ну, эту песню я сочинила 2 года назад. 2 года назад. То есть у тебя композиторский талант открылся с 12. Тебе сейчас 14. Да. Да? Замечательно. А ты дальше хочешь быть пианистом или композитором? Или и то, и другое? Ну, я хочу быть композитором. Композитором. Понятно, понятно. Ну, тут я думаю, что очень у тебя отличные даже шансы стать выдающимся хорошим таким композитором, потому что есть, я говорю, вот такое очень интересное сочинение ты нам показал. Просто если уж что-то там советовать все-таки, да? Мы же тут не просто хвалить собрались всех подряд. Обрати внимание, просто тебе будет легче играть. Ты очень много наклоняешься к инструменту. То есть это было больше в Сабитове, в своей пьесе тоже немножечко. Просто дело в том, что когда мы наклоняемся, мы ограничиваем доступ к весу руки и так далее и тому подобное. То есть ты оставляешь играть только одни пальчики. Ты буквально бросаешь их на произвол судьбы, и они там должны играть сами как смогут. А когда мы сидим прямо, мы можем руку использовать, знаешь, у нас даже есть такое название, как рука как крыло. Когда ты чувствуешь, она от спины такая большая, и она очень свободно стоит. У нас вот даже Артур Искандарович может дать мастер-класс по тому, как таким свободным крылом, покажите, пожалуйста, взять басы. Вы знаете, я, коллеги, сейчас думаю, телезрители с ума сойдут. Знаете, у нас поющие пальцы, рука, крыло. Дышащие кисти. Дышащие кисти. Что за бред мы все несем? Но это все музыкальная терминология. И, конечно, музыканты понимают, о чем идет речь. Вот. То есть это даст тебе большую свободу, и ты сможешь выразить вообще все, что ты хотел бы сказать на рояле. Желаю тебе удачи, продолжай и играть, и сочинять. Это очень здорово у тебя получается. Спасибо. Спасибо большое. Саш, ты увлечен, ты вовлечен в процесс, в музыкальную жизнь. Это видно, это здорово. Поздравляю тебя с выступлением. Твоя пьеса «Игра с мячом», ты знаешь, вот я даже не сразу обратил внимание, действительно, ведь Александр Лебединцев. Слушай, а как здорово было бы, если, скажем, на следующих музыкальных конкурсах, в том числе и этом, звучали твои пьески. Ну, может быть, немножко подделать под башкирский колорит, да ведь? Ты, наверное, знаком с башкирской музыкой? Да, конечно, я Какие-то другие знаком пьесы, с может, играл? пентатоникой. Я над этим работаю. Работаешь, ну это просто здорово, здорово. Ты знаешь, что касается каких-то вот технических моментов, помимо того, что тебе сказала наш замечательный Шаураз Аматовна, я бы еще хотел отметить вот в прелюдии, да, то есть ты немножко садишься, тага-дам, помнишь, такое место есть? Но хочется более игриво, так ладно, проглаживая, да ведь? Не нужно долбить там что-то, вот как мне показалось. Тоже у тебя это очень хорошо получается, играть игриво. Да? Играть играюще. Вот. Успехов тебе, удачи, Саш. Спасибо большое. Больших успехов. Поздравляем тебя. Конечно, я немного волновался. Но я себя сосредотачивал, контролировал себя. Плохое я все забывал. Думал я только о хорошем. Мой педагог Морозова Лариса Николаевна. Я долго у нее занимаюсь, 8 лет.
За это время очень много я выступал в конкурсах, выигрывал множество наград. Это и лауреаты первой степени, и гран-при, и даже дипломанты были. Да, конечно, думаю, я в будущем хочу стать известным композитором башкирским. Вот, писать очень много произведений. В мир музыки мы попали не случайно. У нас бабушка, муж и мама играла на мандолине, муж играет на гитаре, а вот сына мы решили отдать на фортепиано. Ему достаточно он музыкальный был. Педагог нам попал как бы случайно. Мы пришли на прослушивание в музыкальную школу, то есть мы там тоже поступали в музыкальную школу. Педагог Валентина Александровна Варламова, как она говорит, на прослушивании он как бы не дал таких высоких результатов, чтобы вот, но она его взяла. Ребенку она нравится, она к нему очень быстро нашла подход, и у них прямо этот творческий тандем. К конкурсу «Елькян» мы подали заявку, не надеялись, что мы пройдем отбор, но тем не менее мы готовились, выучили 2 пьесы. Мам, представляешь, я сегодня буду выступать последним. Сынок, ты будешь не последним, а первый с конца выступать. Так что это хорошо. Так. Сейчас мы твой кораблик запустим в плавание. Я для тебя сделала кораблик, я тебе желаю удачи. Валентина Александровна обязательно посмотрит твое выступление, так что нам нужно победить. Руслан, поздравляю тебя с выступлением. Ты у нас самый юный участник вообще всего конкурса, но вот по твоей игре так не скажешь, честно говоря, потому что настолько осознанно у тебя все, особенно вот во второй пьесе, где есть некоторые технические трудности, там триольки между 2 руками. Ты их так спокойно проходишь, как будто у тебя уже очень большой опыт игры на инструменте. Сколько лет уже ты играешь на фортепиано? 2 года. 2 года? Да. Ну, это серьезный срок, я считаю, такой игры, да, молодец. Скажи, пожалуйста, что ты еще играешь, кроме вот народных песен? Какие композиторы тебе нравятся? Мне нравится Беркович, я играю сонатину. Угу. Мне нравится еще Бах. Я начал учить лирический танец, но нет, я забыл, как она называется, вторая. А я играл уже на многих конкурсах арию. Арию, да. Вот я помню на одном из конкурсов Руслан, он играл действительно. Это было так интересно, как будто бы ты играл, знаешь, не на рояле, у тебя как будто был целый ансамбль под руками. То есть ты и здесь вот тоже в этих пьесах так по-разному расцветил нам рояль, очень здорово, как будто у тебя
Там тут виолончельки поиграли, тут еще какие-то инструменты. Очень здорово, ты нам раскрасила эти пьесы разными красками. Вот. Спасибо тебе большое, ты вообще большой молодец. И я тебе желаю очень-очень больших успехов и очень много старайся заниматься прилежно, хорошо? Хорошо. Руслан, скажи, ну тебе нравится играть на фортепиано? Да, нравится. Да? Ты же у нас из Салавата, правильно? Да. То есть ты чувствуешь себя уже таким музыкантом? Да. Да? А во дворе любишь гулять? Люблю. Любишь гулять? А ребята твои завидуют, что ты, наверное, на фортепиано играть умеешь, а они не умеют? Ну, у нас вот одноклассница и играет на фортепиано. Там еще у нас одноклассницы со мной в школу тоже ходит. Она на флейте играет. И кто-то еще на баяне. Ничего себе, какой музыкальный класс. Да. Да, здорово, здорово. Ну, в общем, занимайся и большого тебе успеха. Спасибо. Молодец, Руслан. Видно, что растешь в музыкальной среде. Это очень важно, когда вокруг тебя есть такие же единомышленники, как ты, ну, которые занимаются музыкой. Это будет помогать только тебе в твоем музыкальном развитии. Я тебе желаю всего хорошего. А сегодняшнее твое исполнение, оно было такое прям живое, бодрое, такое, как и должно быть, как и задумал автор этих обработок Аркадий Минков и Рафик Сальманов. Желаю тебе успехов и ни в коем случае не останавливаться, хорошо? Спасибо. Хорошо. Молодец. Молодец, Русланчик. Молодец. Чтобы не бояться на сцене, надо о чем-то хорошем подумать. Например, я думаю, что мы с папой на рыбалке, я поймал огромную рыбу. В свободное время собираю лего. У меня есть коробка лего, и мы еще коллекционируем их. Я думаю, что мне после первого тура подарят коробку лего. Афарин, her конкурсан хлетле. Одного таланта мало тут, Данияр. Занятия, занятия и занятия. А сколько надо мужества, чтобы выходить на сцену? Дурит Камила. Айда, шеф финалистарды атайк. Асель Максютова. Детская музыкальная школа города Нефтекамск. Султана Гумерова. Детская музыкальная школа номер 1 имени Наримана Сабитова. Город Уфа. Эвелина Каримова. Школа практики Уфимского училища искусств. Скоро, очень скоро вы покажете свое мастерство на большой сцене, и каждый из вас будет играть в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Впереди вас ждут незабываемые впечатления. До новых встреч, друзья! Пусть только радостная музыка звучит в ваших сердцах. Хаублыгы!